Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Сегодня в программе. Шестнадцатый съезд партии Амцахара, посвященный 25-летию организации, прошел 16 октября в Сухуме. С юбилеем участников съезда поздравил президент Абхазии Бадра Гунба. Абхазский государственный университет и Российский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. На полигоне Цабал начался завершающий этап оперативно-тактических учений. Руководит учениями главнокомандующий вооруженными силами президент Бадра Гунба. 16-й съезд партии Амцахара, посвященный 25-летию организации, прошел 16 октября в Сухуме. С юбилеем участников съезда поздравил президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что Амцахара уже четверть века активно участвует в общественно-политической жизни страны, внося значительный вклад в развитие государства. По словам главы государства, эта организация имеет особое значение в истории Абхазии. Ее основали люди, ставшие на защиту Родины в самые трудные годы. Уважаемые ветераны, уважаемые члены партии Амцахара, сегодня мы отмечаем юбилей политической организации Амцахара. Организации, которая на протяжении последних десятилетий активно участвует в общественно-политической жизни нашей страны. Особо хочу подчеркнуть, Амцахара – это не просто политическая организация, это объединение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Вы, люди, которые не жалели себя, свои силы и своей жизни в самый сложный период для нашей страны. И в мирное время вы стояли и стоите на защите интересов Родины, являясь надежной опорой для государства. Мы помним, как 25 лет назад создание вашего объединения, объединения защитников Родины, воинов-победителей, приветствовал наш национальный лидер, первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба, для которого ветераны всегда являлись главной совестью нации и живым воплощением воинской доблести. У истоков создания партии стояли легендарные военачальники, командиры, герои, те, кто своим мужеством приближал победу в Отечественной войне народа Абхазии. Сергей Дбар, Солоби Ардзинба, Владимир Начач, Мираб Кишмаря и ряд других военачальников. Они вместе со своими единомышленниками и однополчанами создали организацию, которая на протяжении всех этих лет принимает активное участие в общественно-политической жизни нашей страны. Дорогие друзья, я как представитель молодого поколения, для которых ветераны служат примером бескорыстного служения Отечеству, хотел бы, чтобы вы, ветераны, были едины. Были едины, как на поле боя, где вы стояли друг за друга, вместе шли на смерть ради свободы нашей любимой Родины. Для меня каждый ветеран, вне зависимости от его политических взглядов, является символом мужества. Мы гордимся своими ветеранами. Отрадно видеть, что сегодня в партию Амцахара приходят молодые люди, которые вносят свежий взгляд и новый подход в ее работу. Сочетание вашего бесценного опыта и энергии молодости позволяет партии сегодня играть активную роль в служении и решении ключевых вопросов государственного характера. Это еще раз подчеркивает важность партийного строительства в нашей стране, особенно для тех политических сил, которые опираются на твердые идеалы патриотизма и служения своему Отечеству. Именно такие организации обеспечивают здоровое развитие демократии и стабильности государства.
Ветеранам Отечественной войны народа Абхазии присвоены государственные награды. Об этом на 16-м съезде партии Амцахара сообщил президент Бадрагунба. Орденом Махицапша второй степени посмертно награждены герой Абхазии Салыби Арзанба и кавалер ордена Леона Гарри Айба. Также указом президента ордена Махицапша второй степени награждены кавалер ордена Леона Баталджапуа и герой Абхазии Виктор Тванба. В работе съезда приняли участие депутаты Государственной Думы. Поздравительный адрес участникам съезда партии Амцахара прислал депутат Госдумы Константин Затулин. Он подчеркнул важную роль партии в строительстве будущего страны и выразил уверенность в укреплении сотрудничества между Абхазией и Россией. Депутат Госдумы Александр Ремесков зачитал поздравительный адрес руководителя фракции «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова. Амцахар – это легендарная, скажем, партия, понимаете, это партия ветеранов. Там, насколько я знаю, значит, в политсовете там 15 героев в Абхазии. У меня есть поручение зачитать приветствие Сергея Михайловича Миронова, нашего лидера, так как мы видим, что у нас очень много общего и в уставных задачах и целях между нашей партией и Амцахара. И это главное, что это стремление сделать Родину сильней, это сделать ее независимой, все более и более укреплять взаимоотношения между Россией и Абхазией. И, конечно же, установить на межпартийном уровне взаимоотношения, те, которые позволят нам уже на межпартийном и парламентском развивать наше дальнейшее не только общение, но и обмен опытом и работу. На полигоне Цабал начался завершающий этап оперативно-тактических учений. Руководит учениями главнокомандующий вооруженными силами президент Бадрагунба. В ходе завершающего этапа пройдут практические действия с обучаемыми войсками на 3 полигонах. В масштабных маневрах принимают участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и ВС России. Оперативно-тактические учения проходят круглосуточно по всей территории Абхазии с 13 по 17 октября. Сегодня 4-й день оперативно-тактических учений. Мы находимся на военном полигоне Цабал, где в назначенное время должны начаться учения. С минуты на минуту в ход пойдут оружие, вертолеты, военная техника и многое другое. Войска Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации совместным действием по плану учений готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. Оперативно-тактические учения проходили под руководством главнокомандующего вооруженными силами. Президент Республики Абхазия Бадрагунба лично принимал участие и контролировал все его этапы. В ходе оперативно-тактических учений действовали совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации. На всех его этапах войска действовали слаженно в условиях максимально приближенных к реальным боевым действиям.
продолжились оперативно-тактические учения. С утра производилась высадка десанта в Гагарском районе на полигоне Ачмарда. Значит, сегодня вечером, значит, одновременно на 3 полигонах Цабал, Ачмарда, Нагвалов проходят боевые стрельбы, учения. Значит, вы обратили внимание, что, значит, стрельбы на полигоне Цабал начались еще засветло и перешли уже в темное время суток. Это фактически первый раз в этом году мы, значит, проводим учения именно в ночное время суток с применением ночных и средств, которые позволяют принимать оперативные решения и достигать необходимых целей и задач. Сегодня ведется слаживание, отработка и координация действий между подразделениями. Уже завтра мы завершаем учения и будем подводить первые итоги. Абхазский государственный университет и Российский государственный гуманитарный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Также в университете прошел круглый стол на тему «Абхазия и Россия. Общий цивилизационный путь». Форум был организован АГУ совместно с лабораторией социологических исследований. В работе круглого стола принял участие президент Баадрагунба. Все подробности в материале Айлиты Ручунян. Соглашение о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Российским государственным гуманитарным университетом направлено на развитие академических, культурных и научных связей между вузами, а также на реализацию совместных образовательных проектов, обмен опытом и продвижение взаимных интересов в сфере образования и науки. Подписи под документом поставили ректоры вузов Олег Угварамя и Андрей Логинов. Спасибо. Да. Дай Бог. Открывая встречу, ректор АГУ Олег Угварамя отметил, что среди обсуждаемых вопросов главные темы прогнозирования, мотивации вуза и общенациональной мотивации. Ректор науки и образования Московского университета в Абхазском университете. За это время проведено очень много различных мероприятий, научных, методических и так далее. И в рамках этого центра создали лабораторию социологических исследований. Уже 4-й отчет этого центра готов. И, так сказать, 3 уже опубликованы, а 4-й находится в печати, и скоро мы получим. Участников мероприятия приветствовал президент Баадрагунба. Глава государства выразил убежденность, что содержательный диалог в рамках круглого стола послужит дальнейшему укреплению союзнических отношений между Россией и Абхазией, а выработанные рекомендации найдут свое практическое применение. Баадрагунба подчеркнул, что Абхазию и Россию объединяют общие ценности, основанные на уважении к традициям, морали и духовным основам. Подобные просветительские инициативы крайне важны для глубокого осмысления основ наших братских взаимоотношений. Отрадно видеть в числе участников представителей академического сообщества, государственных структур и образовательных организаций. Ваша экспертная работа направлена на укрепление духовных и культурных связей между Абхазией и Россией, заслуживает самой высокой оценки. Важно говорить о том, как передать эти ценности молодому поколению, которым предстоит сохранить и развить уникальный опыт абхазо-российского взаимодействия. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что опыт России в сфере социального управления может быть полезен для Абхазии. Спикер выразил готовность к совместной работе в этом направлении и рассказал о понятии и содержании социальной архитектуры. Также было сказано о трендах России в области социального проектирования. Простые политические проекты никого не интересуют в России на сегодняшний день. Никакие политические акторы и партии не выигрывают, если они не действуют по схеме «было», «стало» во время кампании и «будет завтра». Если во время кампании партии или лидер не совершили каких-то действий, которые приносят людям ощутимую пользу, то он воспринимается как неэффективный менеджер или неэффективная организация. И люди, в общем-то, довольно холодно относятся к таким политическим акторам.
Поэтому в России сегодня очень актуальна тема социального проектирования, социальных проектов, реализации их, в основном по решению каких-то социальных важных для людей проблем. Александр Харичев упомянул о платформе «Команда Абхазии», о пользе и важности реализованных проектов. Говорили и о проектах, которые направлены на решение социальных проблем, например, от корпорации «Росатом». Значит, «Росатом» придумал этот проект, который заключался в том, что они, стали повышать квалификацию этих педагогов. Второе, они стали специально подбирать и готовить этих педагогов. В-третьих, они дооснастили все эти школы нормальным оборудованием. В-четвертых, они устроили кучу разных олимпиад и конкурсов для этих школьников. И это дало результат. Уровень образования там серьезно повысился. Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, говорил на тему концепции государства цивилизации, новых возможностях для диалога и сотрудничества. Исследования показали, что цивилизационный код русских и абхазов очень близок. Это не просто результат совместного проживания в качестве соседей, а итог совместно пройденного исторического пути. Мы помним, и я лично помню, как абхазский народ побеждал, тяжело, трудно побеждал в Отечественной войне. Это была действительно победа, которая далась кровью. И вот в результате этой победы укрепилось единство, то, что мы называем идентичностью абхазского народа. И вот Александр Дмитриевич сказал, нечто подобное мы сейчас переживаем, когда весь коллективный Запад пошел на нас войной, гибридной войной. И вот то единство, которое мы достигли, это единство во всех поколениях. Это некая ценность, которая, в общем-то, нас с вами сближает. В заключение президент Баадрагунба поблагодарил участников мероприятия, выразив надежду на то, что такого рода взаимодействие будет продолжено. Хочу обратить внимание присутствующих, насколько, несмотря на то, что мы сегодня проживаем в разных странах, отношения и подходы граждан нашей страны, потомков великих победителей, насколько схожи. У нас одни общие ценности, у нас понимание того, как мы должны дальше развиваться, на каких исторических принципах и подходах должны мы взаимодействовать. Это очевидные вещи. Очевидные они как и для народа России, народов России, так и для народа Абхазии. В этом смысле я уверен, что такого рода форумы, взаимодействия, дискуссионные площадки создадут наиболее благоприятные условия для будущих поколений. Мероприятие подвело итог функционирования в течение полугода лаборатории социологических исследований, созданной на базе Центра науки и образования МГУ. На встрече было отмечено, что это первый опыт со стороны факультета политологии МГУ в работе по прикладным исследованиям внутри Абхазии. Аэлита Арутюненко, Меладжопуа, Абхазское телевидение. Команда Абхазии и Российский государственный гуманитарный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель команды Абхазии Георгий Габуния и ректор РГГУ Андрей Логинов. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в образовательной, научной и культурной сферах. Партнерство также предполагает расширение профессиональных и академических связей, реализацию совместных инициатив и укрепление гуманитарных связей между Россией и Абхазией. С начала цитрусового сезона, который начинается с конца сентября, в Россию экспортировано 219 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 230 тонн мандаринов, сообщает пресс-служба ГТК. Помимо мандаринов, сейчас в Россию также экспортируют лимоны, фихуа и хурму. Так, с начала сезона вывезено 8 тонн лимонов, 105 тонн фихуа и 11 тонн хурмы. По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона. Сборник «Абхазские рассказы» презентовали в Сухуме. В книгу вошли написанные на русском языке рассказы более 20 авторов: Дмитрия Гулия, Баграта Шинкуба, Алексея Гогуа, Фазиля Искандера, Анатолия Лагула, Бориса Мукба, Виталия Шария, Даура Зантария, Даура Начкебия, Игоря Хварцкия, Владимира Делба, Виталия Амарщан и других. Помимо произведений в издании, объем которого составил 727 страниц, представлены биографии писателей. Издание приурочено к
150-летию со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Спектакль «Визит старой дамы» по пьесе «Дюрин-Матта» в постановке Антона Киселюса будет сыгран в Русдраме в последний раз в 16 октября. «Визит старой дамы» – один из лучших спектаклей театра имени Фазили Искандера, ставший важной вехой в художественном развитии коллектива. Но, как отмечает генеральный директор театра Ираклий Хинтба, репертуар театра постоянно пополняется новыми постановками. Сегодня это более 30 названий, а это означает, что с какими-то спектаклями приходится прощаться. И лучше, когда они еще в полете, в хорошем состоянии, чтобы у зрителей остались о них самые лучшие воспоминания. Труппа Абхазского театра выехала в Нальчик для участия в международном театральном фестивале «Южная сцена», который пройдет с 13 по 18 октября в столице Кабардино-Балкарии. В течение 6 дней зрители смогут познакомиться с яркими постановками театральных коллективов. Фестиваль соберет самые интересные спектакли театров из России, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Абхазский театр покажет спектакль с глубокой абхазской философией по произведению Алексея Гогуа «Асду». Режиссер-постановщик, заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. В Очимчирском районе с 16 по 31 октября действует график отключения электроэнергии на подстанциях Моква и Кочара. Однако это не влияет на работу образовательных учреждений. Все школы и детские сады были заранее проинформированы об изменениях в подаче электроэнергии. В детских садах есть генераторы, которые при необходимости будут включаться. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 17 октября в Абхазии ожидается ночью облачность, днем преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус, температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.